В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. С 4 по 6 ноября в Якутске пройдет 3-й республиканский антифашистский форум «Народ и армия едины», который объединит участников специальной военной операции, представителей ветеранских и молодежных организаций, вузов, СМИ. Форум проводится в рамках реализации программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» президентского национального проекта «Молодежь и дети». Наш гость в студии Георгий Куркутов, руководитель координационного центра Республиканской комиссии «Вместе к победе». Георгий Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, расскажите сначала, вот в начале разговора расскажите о работе Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса. Да, но в рамках Республиканской комиссии «Вместе к победе» Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса является универсальным финансово-юридическим инструментом для аккумулирования средств в целях дополнительной помощи нашим военнослужащим, участникам специальной военной операции. На сегодняшний день фонд заключает договора пожертвования с разными организациями, предприятиями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. Тем самым республика с первых дней создала механизм для дополнительной поддержки наших военнослужащих. Этот инструмент на сегодняшний день, как фонд работает и выполняет свои цели, считаем, что по мере своих возможностей правильно. И есть определенные цифры, которые сегодня мы озвучиваем. Например, через фонд помощи и поддержки Донбасса в этом году мы на фронт отправили 150 единиц техники и ряд закупок, которые были целенаправленно пожертвованы и предприятиями, и министерствами, ведомствами, и разными организациями, в том числе родные и близкие. Теперь о проведении вот самого 3-го республиканского форума. Где вот будет проходить он? И какие цели и задачи у него? Да, действительно, форум проводится уже 3-й раз. С каждым годом содержание и насыщенность мероприятий, знаковость, скажем так, мероприятий, она усилена. Первый форум, когда мы проводили, конечно же, побуждение и сама мысль, тема, она очень глубокая. Сегодня, наверное, нам не предоставится возможность провести некий анализ, но вкратце скажу, что сам антифашистский форум, он говорит сам за себя в названии, но, тем не менее, я хочу пояснить о том, что форум это призван перезарядить наши мысли, перезарядить наши ценности. Инициатива в нашей республике была поддержана и подхвачена разными субъектами, в том числе руководством Министерства обороны, в том числе руководством страны. На сегодняшний день хочу сказать, что форум, он на разных площадках уже проводится, приуроченные к этим датам. Эти даты обозначены тем, что к нам приедут высокие гости с Министерства обороны. Сам форум, цели и задачи, это, конечно же, является не создать крепкую позицию каждого гражданина по недопущению понятия превосходства одной нации над другой. Тем более, я пытаюсь выбрать корректные слова, чтобы это было правильно озвучено, что те года лихолетия Великой Отечественной войны, фашизм, нацизм, который, казалось бы, спустя 80 лет был уничтожен, он ярко проявился, к сожалению, в нашей братской стране, Украине. Конечно же, корни, которые мы понимаем, идут с Запада. Это жестокость по отношению к одной нации, это мнимое преподношение превосходства другой нации, это конкретные исторические факты, которые говорят сами за себя. И сегодня об этом сложно так сходу говорить. И вообще само понимание того, что нашу страну можно унизить, нашу дружбу народов можно как-то считать второстепенной, это мы ни в коем случае не должны допустить. И, конечно же, мы с помощью мероприятий, с помощью приглашения наших
партнеров и друзей с Министерства обороны, которые с нами тесно взаимодействуют в течение всей специальной военной операции в виде такого вот антифашистского форума. Считаем, что оно свою цель достигает. Конечно же, результаты будут не так осязаемы, но считаем, что через несколько лет мы поймем, что мы делали правильно, и молодое поколение сегодня воспринимает очень заинтересованно, восприимчиво, надо сказать. И сегодня, но я заранее загадывать не буду. Уверен, что мы на правильном пути. На самом деле, цель и задача – это целостность, крепость нашего духа и гордость за нашу Родину и нацию. Вот про площадки вы сказали, а где вот, что за площадки? Ну, приподниму занавес, скажем так. С 4 ноября с участием уже непосредственно военных офицеров и генералов развернуто несколько площадок. В первую очередь, это презентация трофейной техники. Она уже сегодня в доступе. Пользуясь моментом, я хочу пригласить наших жителей республики приехать посмотреть. 5 единиц подбитой вражеской техники, крупногабаритной, уже стоят на базе комплекса «Россия. Моя история». 4 ноября состоится, в 2 часа состоится открытие. Оно будет интересным. Пользуясь моментом, приглашаю. Кстати, хочу сказать, что эта техника нам предоставлена Восточным военным округом, зам командующего, который должен прибыть к нам в рамках наших мероприятий. Также очень много будет полезных дискуссионных площадок. Это разговоры с военными психологами. Приедут военные офицеры военно-политического управления. Здесь у нас будут разговоры с нашими специалистами республики, разных министерств и ведомств. Это на тему психологии, на тему социальных подходов, на тему реабилитации, на тему в целом взаимодействия нашего социального блока по здоровью, по культуре, по образованию. И действующие офицеры на сегодняшний день, которые задействованы в специальной военной операции, сами к нам на военном борту сюда прилетят. И мы, конечно же, республика в наших организационных мероприятиях запланировали участие всех наших муниципальных образований, всех наших социальных учреждений. Приедут, самое главное, наши земляки, 28 бойцов, государственные награды, которые они получат прямо здесь из рук генерала при наших жителях. А вот какие вот мероприятия запланированы, да, может быть, мастер-классы какие-нибудь? Да, будет ряд дискуссионных площадок. Это круглый стол 5 ноября на базе, кстати, музейного комплекса «Россия. Моя история». Будет отдельный разговор с военным психологом Александром Полеев. Будет фотовыставка фронтовая, это хроники специальной военной операции. Будет выставка художника, тоже фронтового, тоже тематика специальной военной операции. 3 фронтовых офицера поедут по школам города Якутска. План уже сверстан. Также отдельные встречи будут с нашими общественными организациями. Это Комитет семей военнослужащих Отечества, это Союз матерей, это Ассоциация ветеранов боевых действий. В общем, план очень большой, он утвержден. Председатель оргкомитета у нас руководитель администрации, главы правительства. План сверстан и согласован с Министерством обороны, заместителем командующего Восточного военного округа. И выверен так, что коллеги, военные корреспонденты и в целом у корреспондентов, кстати, также будет отдельная площадка общения с военным журналистом, с действующим офицером Ириной Ким. Пользуясь моментом, вас тоже приглашаю. Обязательно будет, если возможность, коллегам еще скажу. Так, а как применяется вообще на практике резолюция, принята в прошлом году и по итогам 2-го антифашистского форума? Резолюция на сегодняшний день, она вошла в тематику всех круглых столов, которые проводятся ежегодно. И тот первый форум, который мы провели, резолюция была принята, были предложения от разных институтов. Надо сказать, что
также исторический блок образования, который занимается историей, также непосредственно туда свой вклад внесли. Резолюция, она всегда несет такой рекомендательно-побудительный характер. И я тоже открою заранее такой секрет, что на сегодняшний день проект резолюции, он основан на базе первых двух. То есть мы имеем такую логическую последовательность, идти вперед, формировать, анализировать, как воспринимают наши жители понимание борьбы с фашизмом, нацизмом и крепость собственного духа. Почему вот форум проводится именно в Якутске? Здесь без лишнего хвастовства скажу, что на сегодняшний день Якутия, как никакой регион, сотрудничает с военным округом. И, пожалуй, наверное, мы единственные, которые создали механизм опорных пунктов, которые на территории новых регионов за лентой, как так называемый термин, сотрудничает с армией. То есть это дополнительная помощь отдельных военных формирований, это предоставление разных товарно-материальных ценностей, это беспилотные летательные аппараты, это высокопроходимые квадроциклы, это тепловизионные установки, это дополнительное обмундирование, это маскировочные сети, иные товары двойного назначения, которые Якутия с первых дней систематизировала и тесно работает. Конечно же, Восточный военный округ и Южный военный округ, в целом Министерство обороны не могут не ответить благодарностью Якутии. И именно та инициатива, которую преподнесло руководство республики в части проведения антифашистского форума, здесь мы сразу же получили отклик. И представьте себе, целый военный борт к нам едет, в том числе военный ансамбль, действующие офицеры, рок-группа под названием «Мы есть мы». То есть будет интересно, не скучно. В рамках форума в течение недели предполагается 4 выступления рок-группы военного ансамбля «Мы есть мы». То есть 1-4 ноября это молодежная площадка с современным репертуаром, можно сказать, дискотечным, на базе университета корпус факультета естественных наук. В 5 часов в КФЕНе, также пользуясь моментом, молодых людей приглашаю. 5 ноября концерт для жителей нашей республики на базе культурного центра имени Гагарина. На 6 ноября непосредственно пленарное заседание форума, также с отдельной культурной программой. Также отдельная программа в Хангаласском районе планируется. Мы посетим и встретим население, в том числе я напомню сам себе и озвучу его. Также будет отдельная встреча с семьями родных участников специальной военной операции, у которых есть и свои вопросы. Всего улуса Хангаласского? Да? Всего улуса. Спасибо, Георгий Сергеевич, что сегодня к нам пришли, рассказали такую действительно интересную информацию. Надеюсь, очень много посетителей придет на форум. Вам спасибо за приглашение. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.